Дорогие друзья, я буду весьма краток, чтобы не утомлять вас. Мы давно с вами говорим о том, что пора снижать ставки по социальному отчислению, социальный фонд. И несколько раз мы тут поднимали в парламенте этот вопрос и создавали даже рабочие группы при соцфонде, реформировали, что-то писали, но время шло, но вот сейчас это все как бы вылилось в законопроекты. Пакетом законопроектов мы хотим снизить ставки по социальному отчислению с 27,25% до 20%. С работника и с работодателя будет сниматься только по 10%. Предлагается социальное отчисление превратить в социальный налог по подобию подоходного налога. Но есть, правда, особенности некоторые. Это, вы знаете, связано с государственным накопительным фондом. Там есть некоторые особенности, и мы их прописали в налоговом кодексе. Что касается социального налога, мы также прописали и некоторые изъятия, то есть такие же послабления, которые имеются по подоходному налогу, мы также перенесли их в социальный налог. Ну, по сути, это примерно как тот же самый подоходный налог. Конечно, можно было бы еще больше снизить, но здесь есть риски по пенсионному фонду. Я думаю, можно попробовать сейчас перейти вот к этим ставкам 10-10, ну и плюс подоходный 10, да, пока так попробовать, как это пойдет. Но я думаю, уже и это предпринимателей многих устроит. Помимо, значит, поправок в налоговый кодекс и другие законы, предлагается новый закон о распределении социального налога. Здесь прописывается, как распределяется этот налог по, значит, социальному фонду, как отчисляется социальный фонд, какая сумма отчисляется в фонд обязательного медицинского страхования, государственный накопительный фонд и фонд оздоровления трудящихся. Но по последнему фонду, конечно, его бы вообще ликвидировать желательно, потому что многие депутаты даже говорят о том, как нецелесообразно используются средства. Но это можно потом посмотреть, но пока сейчас предлагается утвердить в таком виде, как он есть, для того, чтобы не вступать в полемику с профсоюзами. Несколько раз ФОТ пытались отменить, и 3 раза это было неуспешно за последние 10 лет. Я тоже в этом участвовал, и, к сожалению, не получилось. У них лобби гораздо сильнее, чем у предпринимателей. Далее. Что предлагается, значит, вот, новыми законами? Но по сути, на самом деле, много чего остается таким же образом, только снижается ставка, превращается в налог, и налоговой службе гораздо будет легче администрирование вести. Прописывается взаимодействие между налоговыми органами и социальным фондом по взысканию, значит, социального налога. И я думаю, в принципе, уже с 2019 года мы перешли на администрирование социальных отчислений налоговыми органами. Налоговые органы не столкнутся с какой-либо большой проблемой с принятием этого закона. Вот по данному пакету законопроектов у меня все. Я хотел бы сразу перейти к другому вопросу, это к законопроекту о саморегулируемых организациях. Закон о саморегулируемых организациях, у нас этим законопроектом предполагается создать рамку. Здесь на добровольной основе коммерческие организации по признаку отрасли, единому признаку, отраслевому признаку или по признаку, я не знаю, продажи однородных товаров или услуг, работ, они могут объединяться в ассоциации и союзы. Ассоциации и союзы можно будет создавать, если, значит, есть 10, как минимум 10 субъектов предпринимательства в одной отрасли, они могут уже создать свою организацию, саморегулируемую организацию. Или если это субъекты профессиональной деятельности, то там достаточно 20 как минимум человек, чтобы создать тоже саморегулируемую организацию. Пример один из таких немножко подходящих сейчас можно привести, это адвокатуру Кыргызской республики. Мы также далее можем перейти на, значит, нотариальную палату и так далее, так далее. То есть и среди аудиторов, бухгалтеров, и дальше это можем распространять. Здесь прописывается добровольное создание
а также обязательно в случае, когда это предусматривается законами непосредственно. Было бы хорошо, если бы мы предусмотрели бы такие вещи, создание обязательных саморегулируемых организаций, ну, допустим, вот по перевозчикам, да, очень много на самом деле проблем, но они могли бы сами себя там регулировать. Особенно вот сейчас тоже подняли вопросы лицензий, есть на самом деле столкновение некоторых законов. Мы предполагаем, что саморегулируемые организации могут сами проводить обучение для своих же членов, помогать им, значит, обращаться в суды, защищать их интересы в судах. То есть это по сути уже, ну, они на себя берут услуги адвокатов, юристов. Также они могут вводить, если это будет предусмотрено законом, какие-то разрешительные документы, чтобы выдавал не государственный орган, а выдавала непосредственно саморегулируемая организация. Здесь я услышал о предложениях со стороны бизнес-ассоциации, о дополнительных консультациях. Я, впрочем, в принципе, с этим согласен. Можно еще раз проконсультироваться. Но я хотел бы здесь одну мысль донести, что это, в принципе, это законодательная рамка, в рамках которой уже могут действовать вот эти саморегулируемые организации. Дальше мы можем эту рамку наполнять так, чтобы не было столкновений между бизнес-ассоциациями, да, потому что бывает у одной отрасли несколько бизнес-ассоциаций.